사랑 시추르게셴 알량한 내려오르고 가림 근해수고 도베셰 망사다 울고 Здесь вот белый хуй знает какой. А Мы второй, в прямом эфире, Серега, не а матерись. второй мускат. Это тот шкилец, который ты выговаривал? Да, он в прошлый раз мы им заканчивали, тут Дугаржаб Дашиев. А начинали? Начинали Бадмой Балдаковым, либо Ленховойным. Нет, был Григорьев. Не, предыдущие разы был Булдаков. Да, был. Серега, наушники. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня 7 ноября 2025 года. И мы с Сергеем Власенко сегодня снова... Так, надо просто вычистить эту возможность, потому что она каким-то образом, ну, видимо, ЦРУ там или Гибня. В общем, я заметил, значит, после одного из эфиров заметил, что кто-то как будто у меня в телефоне копается, короче. Но мы сегодня будем, значит, обсуждать вопрос в первую очередь по Бурятии. Вот я думаю, что и в твоем регионе, Серега, в Рашке там есть вот эти оборотни в погонах так называемые. Да во всех регионах они есть. Ну вот расскажи, потому что у нас там одного обнулили, оборотня в погонах, он предварительно в 21 году сбежал в Соединенные Штаты Америки, но, видимо, с детеншена его не выпустили. Добрый вечер. Ага. Слушатели, а ты мне ответь на вопрос. Ты хочешь в каких регионах про оборотней услышать? Ну, расскажи, про которые знаешь. Я был в Нижнем Новгороде, их там много. Я был в Краснодарском крае, там их очень много. Причина? Первая причина, это, я думаю, деньги, коррупция. Первая причина. Потому что ко мне даже обращались некоторые, так будем говорить, в упрощенной форме, менты, говорили, помоги нам, потому что мы не можем обратиться к себе за помощью. Деньги вымогают. Я говорю, как деньги вымогают? У вас такая мощная медслужба в Министерстве внутренних дел. И вы рассказываете такие вещи. Они говорят, да. Ну, я помог, конечно. Был один такой капитан милиции, который просил помочь. Потому что там в министерском госпитале с него там вымогали 1030, я вот точно 1030-35 там за лечение. А я ему договорился в обычной нашей больничке за 15-20. Ну это известная история там, да, короче. а то, что, значит, я сам был
Но это сращение, получается, оборотней от медицины. Нет, вот я говорю, второй случай у меня был. Это не от медицины. Я прошел техосмотр в предыдущий день, и утром ехал, и там погас свет у них, и я утром ехал уже с готовой справкой, с печатью, все, что техосмотр прошел, все отлично. Ехал получить сам талончик. И меня остановил мент на дороге и говорит, говорит, мол, типа, техосмотр. Я ему показываю эту бумагу, и говорю, свет вчера отключили, мне сказали там менты, что я могу с этой справкой ездить до получения карточки. Он говорит, нет, нихуя не можешь, снимай номера. Я говорю, как это снимай номера? Ну, короче, я с ним припирался минут 30. Я говорю, давай я позвоню сейчас. У меня были, да и есть люди свои, которые нормально мне помогают. Помогали из ментов. И он в итоге мне просто говорит и попросил. Что там? Все нормально? Ага. Говорит, ну ты, говорит, пойми меня тоже. Нас утром, когда отправили, на службу, нас начальник отправлял, он нам сказал, без штуки не возвращаться. Ну да, ну вот это... Вот и все. Вот что еще можно сказать? Вот те все оборотни. Вот он отправил всю бригаду, там, всю группу, всю смену, короче, сколько там человек, 30-40 в смене. Вот все должны по штуке привезти. Они поэтому очень сильно не любят всяких там выступающих на площади, знаешь, вот эти, которые там митинги собирают и так далее, потому что у них это, считай, день-то все равно он остается, а гонять надо вот этих городских сумасшедших, как они называли там всех этих в своей среде. Ну, ты знаешь, что в Бурятии это произошло? Нет, откуда я могу знать? Не, ну ты вот иногда же следишь за бурятскими событиями. В итоге я слежу в Ютьюбе за бурятскими событиями. Да, вот недавно там убийство было какое-то. Я читал, на неделе было что-то. Потом еще что-то читал, кого-то там арестовали. Ну так, я на это особо внимания не обращал, потому что мы с тобой не виделись давно. У меня вопрос некому было задать по Бурятии. И я поэтому так послушал и отпустил. Ну, в общем, там год назад пропала пара, женщина и мужчина. Значит, она таксовала. Буряты национальности? Да, бурятской национальности. Она таксовала, а он вроде как, по слухам, там чем-то, может быть, не совсем законным занимался, но, судя по всему, они были либо любовниками, либо там дружили плотно. Но я вообще не понимаю, замужняя женщина там гоняет с мужиком каким-то, да, это как-то странно, короче. То есть, бывает там такое у нас в Бурятии, что таксуют парой. Это везде бывает. Ну да, и я, конечно, не совсем, не всегда это приветствовал, но с другой стороны, это как бы такая подработка, так скажем. Ну и оказалось, по данным вот этого русского СКР, что, значит, убийца это был 40-летний мент, который продал все имущество в 2021 году, уехал в Соединенные Штаты Америки, но его там то ли из детеншена не выпустили, то ли еще что-то. Ну, в общем, Короче, депортировали. Да, то есть они его даже на территорию США не пустили и, короче, депортнули вместе, видимо, со всей семьей. Хотя, может быть, семья-то, может быть, могла остаться, короче. А да вот он... Не, там сколько таких случаев, когда мужиков не пропустили, а пустили, значит, жены. Там один, помню, выступал даже, что ему эта жена сказала, я, говорит, декабристской женой быть не хочу, короче. Ну и типа там то ли на развод подала, то ли чуля, короче. И он в итоге уехал в Казахстан. И там, его подобрала казашка, короче. Он, видимо, программист там, то есть в Казахстане, по-видимому, дефицит высокообразованных, нетоксичных азиатских мужчин, да, не маскулинных, так скажем. И он там быстро нашел себе, так скажем, спутницу жизни, я так понял. Не знаю, они сейчас живут, не живут. Но логика такая, что сейчас это в пропаганде прям подается, что вот он типа с ума сошел, что у него раздвоение личности, была посмертная экспертиза. Так это может только диагноз. Посмертная экспертиза была, а он то ли застрелился, то ли, в общем, удавился там где-то, или его удавили, или там сказали, ты давай там, типа, что-нибудь с собой сделай, чтобы меньше работы было. А известно мне о том, что вот конкретно на него вешают всех собак, было где-то уже с полгода, год назад. То есть, короче, потому что он там еще параллельно убил действующего
сотрудника полиции, и еще чуть двоих там этих не застрелил, короче, там случайных в Бурятии? свидетелей, да. Ну, в общем, там какой-то детективная Это история, в роман общем, уже. была. Ну да, то есть, что и это вот подается как вот путь предателя, мол, как человека-убийцы, там, знаешь. Хотя я более чем уверен, что там, если это он действительно действовал, то он действовал по ментовской наводке, потому что они там так или иначе, там же под ними все вот эти наркобарыги, они же так просто Да. не работают, короче, особенно синтетика. Это все ментовская тема. И, по-видимому, ну, кто-то вот завелся, кто на рынке, кто там приторговывает, может, их казнили именно по той причине, что, ну, значит, они как леваки делали там или еще что-то там. Ну, сложная история. То есть по ним-то не разбирались, кто, чем они там занимались, было ли там действительно торговля наркотиками со стороны их двоих или одного только лишь. Ну, то есть, в общем, хотя я слышал о том, что от своих знакомых, что там в Бурятии у нас же в основном преступления в сфере наркотиков связаны с наркотиками растительного происхождения. Обычно гашиш, гашишное масло, значит, и синтетики до недавнего времени, ну, кроме героина, было мало. А сейчас это просто какая-то, ну, волна, потому что, во-первых, это дешевле, это более доступно. У нас в Бурятии принято, ну, как бы делиться, а не покупать. И в этом отношении, конечно, там, то есть, вот система, когда ты просто тупо можешь проще и быстрее, там, значит, и мощнее, так скажем, наркотик получить, она вот, ну, выдавливает, так скажем, наркотик растительного происхождения. Ну, конечно, это вот куча, ну, люди дегенератами фактически становятся, когда употребляют наркотики вот эти синтетические. И вполне возможно, что кто-то ронял цену, они выявили, вычислили, значит, что это не их, а может быть залетное, может быть там какими-то другими способами делал. Ну, это выглядело как казнь. Потому что если это грабеж, то, ну, грабеж легко можно совершить, особенно обладая оружием, так скажем. А там, ну, планомерное было убийство. И сокрытие трупов потом. Хотя сейчас там СКР там что-то накручивает, наверчивает. Но я подозреваю, что там это на самом деле верхушка айсберга. Я говорю, что вот эти вот, которые нас гоняли там с 19 года, то есть вот если вот такие там работают, хотя, с другой стороны, ну, что далеко ходить. У нас здесь в Варшаве сидит бывший мент, который там людей пытал, грабил. Он сидит Не, он, ну, здесь, задержан? нет, он не задержан. Вот сейчас будем как раз разговаривать по поводу того, кого задержали здесь. Подожди, а этот мент не задержан, Он где правозащитник, он, ну, то есть, вот, А понимаешь, как раздвоение фамилия? Подожди, как его личности. фамилия? Хасоев. Евгений Хасоев, короче. И он здесь живет. Да, вот он в 21 или 22 году он сюда приехал. Подожди, есть его адрес, все координаты. Не, ну я не знаю, где он живет, но он регулярно гадит, подгаживает, короче. То есть он себя, ну, вообразил правозащитником, хотя, Не, ну в найти его общем-то, сложно, нет? ну, я думаю, что он проявится рано или поздно. Ну, целенаправленно я так, ну, не занимаюсь, ну, понимаешь, ну, вошь такая, мелкая. Понимаешь, он не очень умный человек, не очень образованный, у него там, ну, в общем, ну, мент, иными словами. То есть максимум, на что он мог рассчитывать в своей жизни, это стать ментом. И, по-видимому, не особо отличался как бы коммуникативными способностями, но я думаю, что это связано с прогрессирующей просто болезнью. Потому что вот он сбежал сюда, в Варшаву, после того, как напал с ножом или с Откуда он отверткой. сбежал? С Ну, из какого? Бурятии. Тоже с Бурятии? И там уже уголовное дело было на него заведено там и так далее, короче. И, в общем, получается, что... Ну, и до этого я лично был свидетелем того, как он там предлагал на выбор одному нашему активисту, что давай, типа, там, ну, с тобой раз на раз выйдем, но я тебе, говорю, нож дам или отвертку, а я так, типа, с руками буду, с голыми. Ну, это вот у него такое, ну, этот... А я понимаю, это просто психическое расстройство. И он сбежал не в тот момент, когда там на него уголовное дело заводили, там еще что-то там, короче, да. А он сбежал именно, когда назначили психолого-психиатрическую экспертизу. И я подозреваю, там бы выявили, что это просто, ну, больной человек, то есть он требует медикаментозного лечения. Но если Вполне... он больной, видишь, Нет. и понимал То есть, это. понимаешь, и они вот эти в полиции,
Их таких много, ну, представляешь, вот этот Болотов там. Ну, то есть, вот это его годок, его поколение, да? Вот это вот конец 70-х, начало 80-х годов, понимаешь? Это же больные психические люди, то есть, они работают. И я вот представляю, вот отдай им приказ, там, например, нас вот в 19 году на площади расстреливать, так они бы расстреляли, проблем бы не было. То есть они бы даже не задумывались о правомощности вот этого приказа со стороны каких-нибудь властей, да, бурятских. То есть, понимаешь, и это же сознательная позиция держать в Бурятии людей, работающих в полиции, с психическими, с реально психическими Расстройствами. отклонениями, потом, которые, ну, я не знаю, ну, наверное, раздвоение личности и так далее, оно же не сразу возникло, не в 21 году или в 22 году, как у нас в США, Да не, у него было США его сначала. депортировали. Конечно, вот ты как медик можешь это подтвердить. Ну и возвращаясь вот к этим, ко всяким, значит, персонажам вот таким, типа Хасуева, который вот из-под тишка, так знаешь, вот по-ментовски гадит, короче. Ну, не только мне, там, другим деятелям оппозиции. Вот он, например, не взлюбил Володю Шафирова, который подался на убежище в Германии, получает неплохую котлету от Бюргергель, живет в хорошем доме двухэтажном, знаешь. И он его не взлюбил страшно. Не взлюбил именно по той простой причине, что вот он живет в хороших условиях. И там всячески там поливает какие-то ролики, записывает, что-то где-то постит там и так далее. Ну, такая пакость ментовская. И на меня там всякую чушь, короче, там сочиняет из головы своей больной там. Вот этот кусочек эфира, наверное, вырежет там, обработает. Понимаешь? Ну, это психическое расстройство, я считаю. То есть его нужно действительно лечить. С другой стороны, я никаких действий не предпринимаю. Ну, то есть, кроме того, как, значит, подать на него через соответствующие организации в суд. Ну, попытка была, но, в общем-то, я так посчитал, что это достаточно дорого будет стоить. И я объявлял даже сбор среди своих подписчиков. Ну, видишь, у меня, к сожалению, подписчики не очень финансово, так скажем, обеспеченные, они не могут мне собрать пару тысяч долларов для того, чтобы я конкретно этим персонажем занялся. Но вот, возвращаясь к теме вот этих вот засланных казачков, коим является, безусловно, мент Хасоев, которая, ну, другая его сущность, видимо, она представляет себя великим правозащитником, потому что его здесь ходили, им торговали здесь. Одна организация русская, она им торговала, везде ходили, говорили, что он основатель правозащитной организации «Сибирь без пыток». Хотя там совершенно другие люди являются основателями. Он там вообще, судя по открытым источникам, там его вообще туда притащила бурятская коммунистка какая-то. Ну, видимо, они расширялись, им там нужны были и вот это по ментовскому этому, значит, радио, там, ну, найди мне там кого-нибудь. Хасуев он такой? Ну, конечно. И вот смотри, год назад вот появилась информация, что был такой хрен здесь, Игорь Рогов, россиянин, получивший убежище в Польше, Так он и задержан. обвинен, да, в шпионаже на спецслужбу РФ и попытке переслать бомбу через курьера. Ему и его супруге грозит от 8 лет заключения до пожизненного срока. Вот что ты думаешь? Я думаю, правильно. Да Не, это срок-то это понятно. Я говорю вот по поводу того, что кого запустили-то. Дело в том, я хочу сказать следующее, что я считаю, кого запустили, почему-то власти не только Польши, а всего Евросоюза как-то не очень разборчиво занимаются тем, кого не пускают. Со 2 ноября официально стала работать маршрут Калининград-Варшава, Польша. Да, на заходнюю или на всходнюю приезжает автобус. Польская фирма, хозяин россиянин. Не, ну это... А что ты? Это Сережа, разряд такой. это Ага. просто белорусов возят, потому что через Калининград, когда белорусская граница Почему ты думаешь, закрыта, только белорусы? они Я думал, гоняют там все ФСБ. в Белоруссию, в Минск, они гоняют через этот, как Что ты рассказываешь-то? Я ничего не рассказываю то, что есть на самом деле. Ну и короче, я хочу сказать, что поэтому власти как-то не очень в этом. И не только в Польше, а в Литве такие же кадры, а в Германии 746 случаев вот в этом году только По поводу чего? по поводу
раскрытие, не знаю, задержания или нет, а вот таких вот, вроде твоего Косоева, Мгм. вроде этого Рогова, 700. Куда же власть-то смотрит? Так это еще официально объявлены. А еще сколько официально не объявлены. Согласен со мной? Мгм. Вот, слушай, сегодня Еврокомиссия запретила выдачу многократных шенгенских виз. Значит, с этого момента россиянам придется подавать заявление на новую визу каждый раз при планировании поездки в ЕС, что позволит производить частую и тщательную проверку заявителей, снижая считаю, потенциальные правильно. риски для Очень безопасности. правильно. Ну вот смотри, там еще был такой случай, ну вот, возвращаясь все вокруг до этого, это вот один тип, который там как бы активист, там он активист «Открытой России», это контора Ходорковского, был координатором штаба вот Навального, значит, и тут вот по-польски вот здесь агент ФСБ за стипендіум польського rządu, як російський шпек, знalazł на специальной liście MSZ. Rosyjskie małżeństwo zatrzymane za szpiegostwo i terroryzm otrzymało pieniądze z polskiego MIDA. Do wąskiego grona stypendystów zakwalifikował jeden z wiceministrов в rządzie PiS. Ну, это чисто такая политическая, видимо, статья. Ну и вот один наш знакомый, поляк, он пишет, а вот когда, ну, в общем, заявление-то подавали, но еще не знали, что они являются шпионами. И он пишет, что, ну, потому что на этом игра лежит, короче, ну, политическая. А я вот спрашиваю, а кто, говорю, из подписчиков моих, ну, тоже политических беженцев, коих много, да, вообще знал, что такая стипендия существует? Вот, то есть, чтобы про это знать, Ты знаешь, какую он стипендию получил? он получал 5000 злотых. Плюс ему Бесплатно учился в университете. в университет. То есть на Шленске. Ну, И там, жилье дали. ну и, естественно, дали жилье в общаге. Причем Такая польская общага это не такая Да. конура, короче. Это кампус, нормальная это квартира. нормальный кампус, да. Нормальная квартира, тем более там на Шленске, короче, на Силезии. Там все новое, там все по-богатому, там с Европейского Союза туда в развитие этого региона дают деньги. Ну, то есть, в общем, ситуация такая, что вот эти вот... А кто ему там все эти документики-то готовил, чтобы они гуманитарную визу получили? Я более чем уверен, что либо Хельсинская группа, которая выгнали, она здесь сидит, и либо парочка организаций вот этих российских, которые там, значит, за активистов вот этих навальнят, всех вывозила и так далее. При этом я вот, например, на последней конференции, на которой был, я там встретил тоже представителей московской интеллигенции, которые вот в 22 году спешно покинули Россию, а вот потом, значит, по университетам их раскидали, понял? Занимаются вот российской там какими-то вот этими вопросами, связанными там с репрессиями, там еще с какой-то... Ну, знаешь, так чисто формально занимаются. Когда вот, ну, нужно поднять списки там вот этих в национальных регионах и так далее, к ним обратишься, они тебе не помогут. Скажут, ну, копайся в открытых источниках, хотя у них все скопировано, у них все есть. При том, что я помню, год там был, значит, мой прадед, там можно было вот прям тыкнуть на дело и попасть в это дело, короче. Я не знаю, то ли это случайная утечка была, то ли что ли. Потом я не смог найти. Может, архивы открыты. Не. То есть там как раз тут в какой-то момент можно было это публиковать. А потом ФСБ сказала, что нет, мы это все дело закрываем. И они подчинились вот эту требованию либо ФСБ, либо какого-то русского закона, понимаешь? И закрыли, что вот, ну, есть там списки, вот как бы просто текстовый список, что вот там Дамбуев Николай Данилович, значит, там такая-то статья, столько-то, значит, статей и так далее. А вот в дело зайти, сколько там было людей, сколько было там из всех, получается, прадеду дали 10 лет, всех остальных расстреляли, а по факту расстреляли всех. Ну, как обычно. Понимаешь? И вот эти вот так называемые правозащитники, ну, это на самом деле кумовство. Я более чем уверен, что они там все там друг дружку родственники, там какие-то знакомые знакомых, там хорошие люди, так называемые. Их вывозили, я им там прямо сразу сказал за ужином. Я говорю, а бурят не вывозили, говорю. Вот какая организация правозащитная русская
занялась там вывозом, целенаправленным вывозом там, бурят, чеченцев, там еще кто-то, чтобы на мобилизации это сбежали. Ну да. Понимаешь? Ну, вот такое двоемыслие. А потом всем им дали вот эти вот все вот, они сидят там и пишут доносы. Кто его знает? Сколько таких? Этого-то выявили только по той простой причине, что бомба егошняя не взорвалась, я так понял, потому что... Нет, там не только бомба, там говорят, Я что читал... жена его проболталась. Нет, я читал польскую статью, там обнаружили просто, значит, посылку на его имя. С запчастями. С для запчастями. Но дело в том, что какая-то из посылок взорвалась. бомбы. А не было В нигде. центре. Да была эта вся информация есть, короче. Подожди, печатали это официально? Это потому, что ты на польском не читаешь, а потому что вот читаешь эти русские статьи, Да которые причем все было бы на любом. переврали, Если понимаешь? это в Польше было, то информация В была. Польше несколько раз взрывались бомбы в центрах вот этих логистических. Там они приводили к пожару, короче, к Ну загоранию. да. Посылки ты имеешь в виду? Да. Ну вот таким образом на него вышли, короче. Потом у него жена запела на свободе. Да. И потом ему предъявили, и он уже сидя на бутылке польского правосудия раскололся. Мало того, Очную ставку там, видимо, сделали. мало того, Там, и его так жена далее. ездила в Россию по российскому паспорту, Вот. имея статус беженца. И возвращаясь к этой системе, это, понимаешь, какая мощная дискредитация. Во-первых, тех, кто предоставлял эти визы этим персонажам. А во-вторых, вот сейчас вой возник, 19-й пакет санкций ввели, Угу. и возник вой по поводу того, что Револютбанк, одним из сооснователей, который является русский там менеджер, Да. значит, заблокировал кому-то счета. Нет, так Револютбанк, видишь, его признали, сейчас его признают, что он плохой банк. Вчера я прочитал. Угу. И что говорят? Ничего говорят, что или запретят с ним работать, или его запретят, что-то такое. Что банк ненадежный, короче. Ну, ситуация-то в чем? И в том числе для зрителей. В том, что они запросили документы, обновление документов. То есть они открыли на основании гуманитарных виз. И это общее европейское правило. Если у тебя гуманитарная виза есть, то тебе открывают счета, ты можешь стимку оформить на этот документ там, и так далее. А в данном случае получается, что людишки, которые получили гуманитарную визу, они просто решили эту гуманитарную визу сделать вид на жительство. А чтобы вид на жительство по работе сделать, нужно где-то работать. Ну да. А они продолжают, по-видимому, работать на русского работодателя, находясь в Европе. Понимаешь? И им невозможно здесь сделать... Либо этот процесс занимает очень длительное время, потому что там есть такие обходные маневры, тут полно, значит, всяких украинских помогаек, которые бегают на всякие типа хабы там делают, стартапы, что-то типа такого, и вот ты там работаешь с русскими, например, деньги там получаешь откуда-нибудь с Турции или еще из Казахстана какого-нибудь там, понимаешь? То есть, а здесь ты как будто трудоустроен у них, и, значит, в этой организации они тебе просто перекидывают, как бы, и все документы под вид на жительство дают. И таких полно. Ну, естественно. Я не знаю, это же сам Бог послался их проверить, короче. То есть это же все зафиксировано, все там данные, приходы, Конечно. расходы, там 5-е, 10-е и так далее. Ну, а ты считаешь, что все-таки это из-за жены произошло, а раскол у них, типа, Нет, я пишут, не произошел считаю, из-за что того, из-за что жены. Просто он, она типа, понимала- изменил с другой россиянкой, там, типа, и Говорить так там далее. может что угодно, просто у меня была тоже такая информация, тоже говорят, что она, это я еще раз говорю, она с российским паспортом, имея статус беженца, выезжала в Россию. Угу, Вот. И где-то вот проболтала, что у меня муж на ФСБ работает. угу. Или в ФСБ работает. И поляки, видишь, как-то отреагировали на Ну, это. вот, в общем, на свободе.орг, которая запрещена в Рашке, там написано: 3 ноября польское издание «Виртуально польское» вышло с громким материалом под заголовком «Польша предоставила ему жилье и стипендию». Россиянин Игорь отправлял сообщение напрямую в ФСБ. Позже стало известно, что речь идет о бывшем сотруднике штаба Навального в Саранске и координаторе мордовского отделения «Открытая Россия» Да, Игоря Рогова. Ходорковская.
Знавшие его активисты, с которыми поговорила Радио Свобода, признают, что случаи инфильтрации агентов в оппозиционную среду нередки, но говорят, что польза от них для российских спецслужб сомнительна. Авторы статьи, ссылаясь на материалы дела, подробно рассказывают, как польские спецслужбы вышли на Рогова и в чем он обвиняется. Ну, он там дальше описывает, там его, там, значит, версия его, значит, что он там с какого-то года собирал информацию, там, Ну да. 5-е, 10-е. Его, видимо, когда задержали, еще немножко поколотили, он какой-то побитый. Так, Да его поколотили сокамерники. так. Что там? Ну, мне вот это больше интересно, как там вот эти вот все... И таких- Экс-координатор московского штаба Навального Олег Степанов в разговоре «Радио Свобода» подтвердил, что Игорь Рогов действительно был сотрудником штаба в Саранске, хотя и признается, что ничего конкретного про Рогова вспомнить не может. Я был региональным менеджером и работал с Уралом, Сибирью и Дальним Востоком. А, значит, этот Олежка Степанов знает вот тех нацистов, которые в Бурятии сидят. Потому что я помню, значит, мы в каком-то чате сидели, там что-то это, значит, переписывались, координировали митинги, типа там, что надо вот, ну, типа народ поднимать там туда-сюда. И они, значит, что-то какую-то мне предъяву бросили, значит, что я где у них там ходил, там что-то выведывал, короче. Я такой говорю, что серьезно, что ли? Ну, я не знаю, я в тот период там пьянствовал, дрался и, в общем, вел асоциальный, так скажем, образ жизни. И, может быть, может быть, по пьяни там пришел, там начал их гонять там, короче. Но потом, вспоминая, что читал статью моего приятеля Алдара Гунтупова, короче, что он бывал там в штабе Навального, вопросы задавал, там все прочее. Я эту статейку-то, ну, туда, в этот чат-то закидываю. Я говорю, ребята, я говорю, совершенно другой человек. А вы, говорю, нацисты, говорю, потому что вы, говорю, меня с ним можете отличить. И фотки выслал, свою и его. Ну и действительно оказалось, что они нацисты. Столько лет в Бурятии живут, короче. И вот, ну, просто мы физически даже разные. Спутать сложно. Но я к этой мысли пришел, потому что на одном из эфиров, у нас там Республика Бурятия было, кто-то начал писать, явно не местный, что там Зуртан Халтаров исправился там и так далее, а выступал-то не Зуртан Халтаров, выступал Гунтупов. Он там подготовился специально, короче, текст заучил. Ну и, в общем, это настолько меня повеселило, короче, что я им сказал, что я, говорю, при встрече вам всем расколочу пятаки, короче, да. Ну и они потом, конечно, естественно, начали меня избегать, там с чата удалили, там этот Петька Дондуков тоже извинялся, короче. Ну, хотя они поняли, что надо извиняться передо мной за огульное обвинение, короче. Ну, там прям такие предъявы кидались и так далее. Поэтому, ну, вот эта вся мразь навальнистская, да, я всегда предполагал, что в Бурятии они вот как другие там, значит, организации, которые еще с начала 90-х годов в рамках доктрины Яковлева, что в национальных регионах надо создать вот эти террористические группировки из русских там или из представителей других для того, чтобы создать внутренний сепаратизм, так называемый. И вот в Грузии, там, в Аджаре они там разожгли, в Абхазии, в Южной Осетии, там, Приднестровье это появилось именно как такая программа по сохранению Советского Союза, что, мол, там вот, армия Советского Союза придет, там всех обратно объединит, там и все прочее. Ну, такой национализм как бы на окраинах разжечь, искусственный, для того, чтобы русский Ванька снова пришел и ногой всех подавил, всех примирил там и так далее. Вот такая идея была. А в тех национальных регионах, где уже местное население представляет меньшинство, короче, они создали русские террористические организации, которые потом также выстрелили на Донбассе в 2014 году. То есть Гиркин, он же туда заходил-то с кем? Вот с этой же мразью, которая жила, готовилась, обогащалась на государственных контрактах, на всем. В Бурятии это представляет группа охранных организаций, короче, которые непонятно, что охраняют, потому что, ну что там у нас охранять в Бурятии? Тайгу. Понимаешь? А они там существуют, у них оружие на руках, причем не просто какие-то там, я не знаю, резинострелы, условно говоря, да, а прям настоящее боевое, которое очередями стреляет, понимаешь? То есть их, если взять плюс ОМОН, плюс вот эти вот всю систему подавления, ну в городе там, ну где-то 5-6 тысяч таких будут вооруженных головорезов. Понимаешь? И вот бурятам, мы когда о независимости это говорим, мы имеем в виду, что вот эта численность, что вот этой численности парамилитарных террористических русских организаций нам придется противостоять.
То есть это как минимум в 4 раза надо больше бурят поднимать на вооруженную борьбу вот с этой массой. Ну и мы видим, куда вот эти наши ресурсы, вот недоедающие буряты, там недополучающие зарплату, вот они уходят вот на, в том числе на это, на засылку, вот, Да, представляешь, на в огромном организацию. количестве. На А я вообще организацию. считаю, что все вот эти навальнята, вот эта вся русскомирная масса, которая тут сидит, не отсвечивает. Я же на одном мероприятии был, ну, такая спонсируемая Ходором такая организация «Ковчег» была. Я пришел туда, Так она но я вроде... понял, что они не, Она разве не они, работает сейчас? они не это, как его, они не могут ничего, понимаешь? То есть там просто, ну, задача даже организовать, Да я обращался. просто как-то. Я в людишек курсе, да. организовать, Ничего чтобы там не- что-то приготовили, даже на этом Пустое уровне. всё это. У них никаких организационных способностей нет, слова совсем, короче. Но они собрали бабки со всех, обещали всем шашлык. И на 80 морд, ну, туда тоже пришли халявщики, там набежали, знаешь, как это всегда бывает, короче. 3,5 кило всего шашлыка было, короче. Ты прикинь, я такой думаю, ну, я пришел-то на шашлык, короче. Я бы за эти деньги, которые заплатил, купил бы 10 кило мяса, короче, условно говоря. И сам бы нажрался, короче. А тут я пришел, я-то думал, что, ну, Ванюшки все приготовят, все как, ну, честь по чести, там, революционеры, экстремисты, там, вся эта масса. А там это пришло соевое куколдье, короче, вот такие, все вегетарианцы. Ни разу не видели, как животное режут на мясо, например, и так далее. Я начал историю рассказывать. Что говорю, как отличить собачатину, например, от свинины, короче, там, от другого вида мяса, как коня режут, короче, и так далее. Одному плохо стало, там, понимаешь? Ну, какая масса? Я там под конец, ну, немножко выпил, естественно, пришли белорусские товарищи, друзья, хотя я не ожидал абсолютно. Ну, и уже это, так, немножко под шофе, спрашиваю, говорю, а что, ребята, ну, как, говорю, режим Путина-то будем свергать? Ну, как вы будете свергать? Они там все перепугались, ты представляешь, надо было видеть их лица, короче. Ну, я, конечно, над этой ситуацией подугорал. И я понимаю, что, ну, вот они ничего не сделают. То есть, они вот как бы Они привыкли, ничего что не делают. надо где-то там подлизывать Волкову, там Певчих, этим, короче. Ну, и они там сверху грантики будут поступать, знаешь, из USAID там и так далее. И американцы, когда поняли, что, ну, это туфта, это вот они не в то деньги вкладывали, короче, они же, ну, закрыли просто эту организацию, потому что они везде такие же. Это не только вражки, это там где-нибудь в Венесуэле, точно такие же проедатели грантов, короче. И я-то рассчитывал, что Америка на нас обратит внимание, пришлет сисястую ЦРУшницу ко мне, скажет, давай, Халтаров, мы тебя завербуем, короче, будешь там где-нибудь в Колумбии подходить, подготовку, командос, что-то в этом роде. Ну, видишь, политика не та, яйца у американских политиков не те, понимаешь уже. Ну что, единственное, хотя, правда, сейчас вот мне понравилось это из Pussy Riot Алехина. Она, конечно, как бабка выглядит, видимо, за собой не ухаживает, но она сказала, что нет, путинский режим, говорит, мирными протестами нет, надо, говорит, да революцию. Я такой думаю, ну даже если они, акционисты, про это заговорили, короче, то есть, значит, что-то меняется. То есть деятельность форума свободных государств пост-Россия никуда не в пустоту уходит, это не так, то есть нас слушают, нас читают. Понимаешь? Ну, что дальше ты скажешь про него? Про кого? Ну, про этого Рогова. Да ничего про него больше не скажешь. Сидит, вот в декабре будет суд, посмотрим, что там нам на суде расскажут про него. Угу. И послушаем. Если еще пустят на суд, то можно сходить послушать заодно. Так его здесь судят, в Варшаве? В Варшаве. Ага. И заодно увидим таких же, как он, будут сидеть в зале суда наверняка. Не, а меня больше интересует, кто дал рекомендацию для МИДа, чтобы ему здесь стипендию дали и так далее. Я грешным делом подумал, может быть, письмо написать, сказать, что я тоже хочу стипендию, дайте, а? Ну, глупости не говорю. А что? Ну, 5000 злотых в месяц, нормальная котлета. Стоит побороться. Как вы считаете, дорогие зрители? Вообще, конечно. Но меня порадовал другой комментарий на моем фейсбуке. Я, к сожалению... Ну, кстати, мало отзывов по этому. Я, друзья, к сожалению, не добавляю друзей вот на этот аккаунт, потому что там столкнулся с провокацией со стороны какой-то подписоты, там какая-то дурочка ненормальная, ну, психически, видимо, неуравновешенная женщина что-то выскочила, короче.
Ну, я это расскажу. И вот тут комментарий. Э, Так. Жизнь это не сказка. Посмотрите на съезд народных депутатов и раскольников этого съезда. Там агентуры, как изюма в хорошем тортике. Это написал один из моих польских товарищей. Договорись. Ну, давай на радио не будем говорить, но это все записано, так скажем. Ну, Сережа, а ты что ты можешь по этому поводу сказать? Да так и есть. Что. Агентуры, что много я не думаю, но она есть обязательно. И даже я вот был на последнем съезде уже раскольническом у Курносовой, и я там даже выступил против одного, и почему-то у меня такие мысли были, что он как раз является таким вроде Рогова парнем. Выдавал себя типа я такой, весь кандидат наук, если ты, я скажу, и ты вспомнишь. Я просто фамилию не хочу называть, чтобы, если он смотрит, обидится сильно. Он там-то сразу замолчал, когда я выступал. Лысый такой, толстенький. Не, ну у меня память на лица, с кем я долго не общаюсь, память на лица это плоха. Ну, там чуть с сидельником чуть не подрались они. Ну, вот. И, короче, вот, я думаю, такие люди есть там, конечно, не без этого. Так а что они там делают-то? Ну, они так же, как и Рогов, типа, пишут докладные записки, оперу на всех членов, так сказать, организации. И все. Что это тот сказал, это да, другой? да, по сути дела, которые никакой роли ничего не играют и никому не нужны. Так, для балды. Единственное, если у меня в ФСБ работает, например, родственник, я говорю, я буду работать на тебя, я тебя буду присылать, а ты мне зарплату плати. Договорились, кто-то ему бабки шлет, а он ему записки на таких, как мы с тобой, что вот они там устроились на радио, там на нас клевещут, призывают всех к борьбе, типа вот и все. Я думаю, вот такая деятельность, другой нет. Ну, то есть это, короче, вот то, что они делают, это потом идет в наполнение вот этого тома об экстремистской организации, там, 5-10, короче, да? Я как-то говорил, выступал, давайте-ка займемся реальным делом, не болтовней. А у вас там контрразведка-то в съезде есть вообще, нет? Нету. А что не возглавишь, сделай предложение, скажи, будем там расследовать деятельность. Я типа, видишь, сейчас я уже даже не считаю себя членом этой организации. Она же развалилась, что там делать? Что там делать, скажи? То есть ты считаешь, что следующего съезда не будет, ну, которого Пономаревского? Или я как? думаю, что, может быть, сейчас он как-нибудь резко так соберется, что-нибудь в пику тому Курносовскому, а потом все это просто умрет. Они тоже, Курносовский же съезд признал, что партия, съезд, так сказать, народных депутатов, я ее так зову, все считается умершей. Они ее упразднили. То есть проект протоправительства, протопарламента Свободной Русской Республики, он, короче... Не родившись умер. Не родившись умер, короче. И вот сейчас также Пономарев сделать, сказать, мы сейчас тоже переименуемся со съезда народных депутатов во что-нибудь иное. И на том все закончится. Ага, понятно. Я думаю, будет именно так. Ну, в общем-то, задумка-то была неплохая, то есть... Ну, это если бы работали я все. я так понимаю, что вот это все-таки европейские власти котлету денег, которую в свое время Кудрин схоронил на Западе, передадут Украине, и поэтому тут как бы наличие какого-то протоправительства или альтернативного правительства, ну, типа как правительство Русской Республики в изгнании, оно, короче, уже нет. Как его? Нет. Не зафорцал проект, да, Нет, ты считаешь? Считаю, да. Все. Тут много вранья очень там все это. Все тянут это одеяло, которого нет. Ну, политическое получается. Да. Движуха вся, один сидит чисто в попе у Пономарева младшего, другой еще у старшего. Ладно, это давай к этому к эфиру нашему не касается, отдельно можем. Это конечно. касается. Не, ну там потому что видишь, согласно нормальной журналистике, я должен еще альтернативную сторону пригласить, потому что так получается, что это со стороны какой-то поклеп там и так далее, а кто-то может быть выскажется по-другому. Я не хочу просто, чтобы люди там, знаешь, с которыми мы общаемся там,
собутыльничаем иногда, короче, чтобы они там сильно обижались на эту тему. Ну, то есть это чисто политические такие там движухи внутри вот вашей этой организации, в которой ты состоишь. Бывший, да, уже не состоит. Да, ну все понятно. То есть в этом отношении я, конечно, считаю, что в плане организации, то есть, да, то есть для того, чтобы что-то подобное организовывать нам, бурятам, например, бурятских националистов собирать, выкупать там из этого, то есть это нужно, ну, конечно, ну, котлета денег, ну, минимум $1 миллион. То есть вот нам, бурятским националистам, нужно, чтобы какой-нибудь Там наш поддержка нужна. миллионер И бурятский и материальная нужна поддержка, минимум и моральная. $1 миллион котлету подогнал, короче. Но я вот сейчас, ну, публично я давно объявлял о том, что мы фонд делаем, но вот уже в течение месяца я фонд, правозащитный фонд, фонд, занимающийся бурятской культурой, фонд, занимающийся исследованием геноцида бурятского народа, а также других народов, которые проживают, значит, на территории Бурятии от Енисея до Амура. То есть мы всеми вот этими вопросами будем заниматься. Будет официальный счет в банке в польском, значит. Так что будем собирать донаты, пожертвования различного рода, будем писать гранты, безусловно, будем писать отчеты по состоянию, значит, бурятского сообщества под русской оккупацией. То есть все это дело будет, присоединяйтесь к нам, в общем, вступайте в нашу партию. Партия и фонд, как говорится, неразрывно как между собой вступить в вашу связаны. партию? Нужно признать 3 тезиса, 3 аксиомы. Первое. Бурятия для бурят, Да, бурятам бурятскую власть, да. Бурятия от Енисея до Амура. А ваша партия, она еще так организована, нет? Все организовано, мы уже членов принимаем. Нет, серьезно. Серьезно? Ну мы с тобой на эту тему говорили в соседней комнате. Ага. Серьезно, все, мы уже работаем. Ты что? У нас, не буду раскрывать количество членов нашей партии, ну, достаточное количество. Единственное, дорогие друзья, с территории Рашки не принимаем, потому что могут взломать, уязвимость Да не могут техническая, взломать. могут слить нас, взломав, например. Да. Понимаешь? Но у нас очень жесткая проверка, стукачей нет, все ребята проверенные, кристально чистые. Но на сегодняшний день у вас в основном буряты все, да? Чисто, национально. Ну, естественно, это же националистическая Не, ну партия, почему? правого Если- толка. Да причем, если я хочу вступить, вот я не бурят, но меня очень устраивает ваша Но политика, и у я нас, хочу стать членом. значит, будут И консультации. хочу У нас, как освободить в КПСС, Бурятию нужно от два коммунизма. рекомендателя тебя. 2 рекомендателя среди бурят найдешь, Ну, ты первый. будем рассматривать. Только в кандидаты. Не сразу в члены партии, а только в кандидаты, короче. Ну и проявить себя надо на бурятскую тематику. Сергей немножко озадаченный. Ну ладно, Да ничем меня не озадачивает. дорогие друзья, Озадачивает. сегодня, считаю, интересно поговорили. Ну, в общем, что с тобой? Получается, попремся на суд Ну, если к получится. этому, как у него Да, фамилия? Рогову. Рогову. Ну. Если получится. Конечно, сходить интересно. Посмотрим, мы увидим не только Рогова, мы увидим таких же, как он, только которые будут в зале сидеть. Ну, я думаю, что там будут вот эти представители всяких правозащитных организаций, которые, думаю, там через даже которые будут- они там пролетали как по Я маслу думаю, сюда, в даже Европу. будет консул. И они, и, конечно, они там будут плакаться, говорить, ой, да мы там работаем, поэтому там не застрахованы, там миме, бибе там и так далее. Ну, а почему? Потому что вот обыкновенный, например, бурят какой-нибудь, который, ну, вот действительно против войны, там не хочет умирать там за русские интересы и так далее. Ему эти вот так вот шиш показывают, понимаешь? Вот такой шиш покажут, короче. И скажут, иди-ка ты колбаской помазал их с Пасхой, как говорится. А вот какого-нибудь Рогова возьмут, протащат и еще стипендию ему нарисуют здесь.
В том-то и дело. Ну да, там, как поляк мне написал, ну, жизнь вот не такая несправедливая, там, и все прочее, там, 5-10. Ну, Нет, зато, надо просто ну, зато заниматься агитацией. сел на бутылку польского Ой. правосудия, короче, а потом, если даже его обменяют, я думаю, что его там за связь с террористической организацией с Навальной, и там он будет сидеть, короче, понимаешь? Да нет, там он не будет сидеть. Ну, Там Волков его там просто- писал, что они... Не, сли- они его просто пошлют на все 4 стороны. Все. Ну, все ясно. Ладно. Ну, дорогие друзья, мы завтра, я буду вести стрим со встречи с реинкарнацией Далай-Лама. учителя Далай-ламы, тибетским монахом. Трансляция будет на английском языке, подключайтесь. В общем, я анонс сегодня сделаю, завтра буду вести прямой эфир с места событий. Так что, дорогие друзья, с вами мы прощаемся. Значит, друзьям значит, с радио я поставлю, значит, сейчас бурятскую музыку. А с вами, дорогие друзья, мы прощаемся традиционным способом. Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть, Бурятия от Енисея до Амура. Только так и не иначе. Всем пока и до новых встреч.